Приветствую вас, о достопочтеннейшие слушатели сказок на ночь. Сегодня я в гостях у актера Башкирского государственного театра кукол Александра Верхоземского. И какую же историю мы послушаем сегодня? Здравствуйте! Сегодня я вам прочитаю сказку замечательного немецкого сказочника Вильгельма Гауфа. И называется она «Калиф Аист». Итак, внимание! Мутабор! Было это давным-давно, в незапамятные времена, в далеком городе Багдаде. Однажды в прекрасное послеобеденное время калиф багдадский хасид предавался отдыху. Попивая кофе и поглаживая бороду, он был в самом лучшем расположении духа. Об этом хорошо знал великий визирь калифа Мансор, поэтому он всегда приходил к калифу с делами именно в такой час. Так было и в тот день. Визирь пришел и сказал: «Великий государь, у ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими диковинными товарами, но я не могу купить у него даже самую ничтожную безделицу, потому что мне нечем за нее заплатить». Калиф Хасид тотчас же приказал привести торговца в свои покои. Пришел торговец, одетый в рваное тряпье, с тяжелым сундуком за плечами, поставил сундук у ног калифа и открыл крышку. Великий Аллах! Чего тут только не было! И ожерелье из жемчуга, и самоцветные перстни, и оружие в серебряной оправе, и золотые кубки, и роговые гребни. Калиф и визирь все пересмотрели, все перетрогали, а потом калиф выбрал себе и визирю по красивому кинжалу, а для жены визиря гребень, разукрашенный сверкающими камнями. Торговцу же велел насыпать полный кошель золота. И вдруг калиф увидел маленькую коробочку вроде табакерки. «А что это такое?» — спросил калиф. «Ну-ка, покажи». Торговец протянул коробочку хасиду. Когда калиф открыл ее, он увидел, что коробочка до краев полна каким-то черным порошком, а сверху лежит пожелтевший клочок пергамента с непонятными надписями. «Скажи мне, что тут написано?» — спросил калиф. «Да простит меня великий повелитель, но этого никто не знает», — сказал разносчик. «Много лет тому назад один богатый купец дал мне эту коробочку, а сам он нашел ее на улице священного города Мекки. Если господин пожелает, я готов отдать эту безделицу даром». Калиф был большой любитель всякого рода редкостей, поэтому он взял коробочку, а разносчику прибавил еще 10 золотых монет и милостиво отпустил его на все 4 стороны. «Однако неплохо было бы узнать, что тут такое написано», — сказал калиф, рассматривая пергамент из коробочки. «Не знаешь ли ты, визирь, кто бы мог прочесть эти письмена?» «Всемилостивейший господин», — ответил визирь. «У большой мечети живет ученый по имени Селим. Он может прочесть всякую книгу. Прикажи позвать его». Калиф так и сделал. Ученый Селим явился во дворец и долго рассматривал пожелтевший листок. Наконец он прочел: «О смертный, ты, который держишь в руках этот клочок пергамента, возблагодари Аллаха за его милость, ибо вместе с этим ничтожным клочком пергамента ты держишь в своих руках великую тайну. Если ты понюхаешь черный порошок из этой коробочки и произнесешь священное слово «Мутабор», ты можешь обернуться всяким зверем лесным, всякой птицей небесной, всякой рыбой морской, и будешь понимать язык всех живых существ на земле. Когда же ты пожелаешь снова принять образ человека, поклонись 3 раза на восток и снова произнеси священное слово «Мутабор». Но горе тому, кто, приняв образ птицы или зверя, засмеется. Заветное слово навсегда исчезнет из его памяти, и никогда уже ему не стать снова человеком. Помни об этом, о смертный. Горе тому, кто смеется не вовремя». Калиф был очень доволен.
Он взял с ученого Селима клятву, что тот никогда не откроет никому этой великой тайны, подарил ему халат не хуже своего и отпустил с миром домой. Потом он сказал своему визирю: «Вот это славная покупка! Теперь я буду знать, о чем говорят в моей стране даже птицы и звери. Приходи ко мне завтра пораньше, пойдем вместе погулять и испробуем чудесный порошок». На другой день визирь явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки. Калиф сунул за пояс коробочку с волшебным порошком и без всякой свиты вдвоем с визирем вышел из дворца. «Великий Калиф, — сказал визирь, — не пойти ли нам к прудам, что находятся на окраине города? Я не раз видел там аистов. Это призабавные птицы. Мы можем там испробовать наш волшебный порошок. Послушаем, о чем говорят аисты, а заодно испытаем, каково быть птицей». «Неплохо придумано, — согласился Калиф. И они отправились в путь. Не успели они подойти к пруду, как увидели двух аистов. «Клянусь бородой, всемилостивейший государь, но эти длинноногие заведут сейчас прелюбопытнейший разговор!» — воскликнул визирь. «Не превратится ли нам в аистов?» «Что ж, я не прочь, — согласился Калиф. Только сначала повторим, что надо сделать, чтобы снова стать людьми. Как там сказано? Надо поклониться 3 раза на восток, а потом произнести «Мутабор». Тогда я снова стану калифом, а ты визирем. Но смотри, не смейся, а то мы пропали». Калиф и визирь, которых уже разбирало любопытство, понюхали волшебного порошка, а затем громко воскликнули «Мутабор!». И тотчас ноги у них стали тонкими, как спицы, длинными, как ходули, и вдобавок покрылись красной шершавой кожей. Их прекрасные туфли превратились в плоские когтистые лапы, руки стали крыльями, шеи вытянулись чуть ли не на аршин, а бороды, которыми они так гордились, исчезли совсем. Зато у них выросли длинные-предлинные твердые носы, на которые можно было опираться, как на палки. Калиф от удивления просто глазам своим не верил. «Ну и славный же у тебя нос, великий визирь, — сказал Калиф. — Клянусь, я в своей жизни не видывал ничего подобного. Для визиря такой нос — истинное украшение». «Вы льстите мне, о мой властелин, — сказал визирь и поклонился. При этом он стукнулся носом о землю. «Но давайте послушаем, о чем говорят наши новые сородичи». Притаившись в густых кустах, они прислушались. Калиф и визирь понимали каждое слово, которое произносили птицы. Это были 2 аистихи. «Мое почтение, любезная длинноножка, — сказала аистиха, которая только что прилетела. — Так рано, а ты уже на лугу? Мое почтение, душечка щелкунья. Я прилетела пораньше, чтобы полакомиться свежими молодыми лягушатами. Может быть, вы составите мне компанию и скушаете лягушачью ножку или хвостик ящерицы? Ах, покорнейше благодарю. Но мне право не до завтрака. Сегодня у моего отца званый вечер, а мне придется танцевать перед гостями. Поэтому я хочу еще раз повторить некоторые сложные фигуры». И молодая аистиха стала прохаживаться по лужайке, выкидывая самые затейливые коленца и очень смешно танцевать. И тут Калиф с визирем не удержались, позабыв обо всем на свете, громко расхохотались. «Вот это потеха так потеха!» — воскликнул Калиф. «Да такое представление не увидишь ни за какие деньги!» «Великий государь, — сказал визирь, — боюсь, что мы не к добру развеселились, ведь нам нельзя было смеяться, пока мы обращены в птиц». Тут Калиф вмиг забыл о веселье. «Клянусь бородой пророка, — воскликнул он, — это будет плохая шутка, если мне придется навсегда остаться аистом. А ну-ка припомни это дурацкое слово. Что-то оно вылетело у меня из головы. Мы должны 3 поклониться на восток и сказать «Мутароп». «Да-да, что-то в этом роде, — сказал Калиф». Они стали кланяться. «Мутароп!» — воскликнул Калиф. «Мутароп!» — воскликнул визирь. Но горе! Сколько они не повторяли это слово, они не могли снять с себя колдовство. Они пробовали все слова, которые приходили им на ум. И муртурбор, и мурбуртор, и мурбурбур, и муртурбур, и мурбуртур, и мутрубур. Но ничего не помогло. Заветное слово навсегда исчезло из их памяти, и они так и оставались аистами.
Печально бродили калиф и визирь по полям, не зная, как освободиться от колдовства. А вернуться в город, чтобы все увидели их в таком виде, было тоже невозможно. Да и кто бы поверил Аисту, что он сам великий багдадский калиф? Так скитались они много дней, подбирая на земле зерна и вырывая корешки, чтобы не ослабеть от голода. У них было только одно утешение. Они могли теперь летать. И каждый день они летали в Багдад, стоя на крыше дворца, смотрели, что делается в городе. А в городе царило смятение. Шутка сказать, средь бела дня исчез сам калиф и его первый визирь. На 4-й день они увидели в городе торжественное шествие. Гремели барабаны, трубили трубы, окруженный пышной свитой, на коне, убранном парчой, ехал какой-то человек в золототканном плаще. «Да здравствует Мирза, властелин Багдада!» — громко выкрикивали его приближенные. «Теперь я все понимаю!» — воскликнул калиф. «Мирза, сын моего заклятого врага, волшебника Кашнура. С тех пор, как я прогнал Кашнура из дворца, он поклялся отомстить мне, и он подослал того торговца, чтобы избавиться от меня и посадить на мое место своего сына. Но, визирь, не будем терять надежду на спасение. Летим, мой верный друг, в священный город Мекку. Может быть, молитва, вознесенная Аллаху, снимет с нас колдовство». Они поднялись с крыши и полетели на восток. Часа через 2 калиф и визирь совсем выбились из сил, едва держась на крыльях. К счастью, прямо под ними, внизу, были развалины какого-то старого дворца, где можно было укрыться на ночь. Спустившись на землю, калиф и его визирь побрели среди развалин, выбирая место для ночлега, как вдруг услышали жалобный плач и протяжные стоны. Сердце у калифа застучало от страха, но всем известно, что аист — птица любопытная, поэтому, недолго раздумывая, он ринулся туда, откуда слышались эти жалобные стоны. Визирь бросился за ним. Скоро они различили в темноте какую-то дверь. За дверью в тесной каморке, едва освещенной слабым светом, сидела большая сова. Она горько плакала. Из темных круглых глаз ее текли крупные, как орех, слезы. Но, увидев калифа и визиря, она радостно вскрикнула и захлопала крыльями, совсем так, как хлопают в ладоши дети. Потом она вытерла крылом слезы и заговорила на чистейшем арабском языке. «Добро пожаловать, дорогие аисты! Как я рада вас видеть! Мне давно предсказали, что аисты принесут мне счастье!» Калиф поклонился и сказал: «Ах, прелестная совушка, мы с тобою товарищи по несчастью. Выслушай нашу историю, и ты поймешь, что мы сами нуждаемся в помощи так же, как и ты». Когда калиф окончил свою грустную повесть, сова тяжело вздохнула и сказала: «Да, я вижу, что несчастье, постигшее вас, не меньше моего. Вы, наверное, догадываетесь, что и я от рождения не была совой. Мой отец — властитель Индии, а я его единственная дочь. Злой волшебник Кашнур, который заколдовал вас, заколдовал и меня. Он сватал меня за своего сына Мирзу, но мой отец очень рассердился и приказал выгнать Кашнура. И тогда Кашнур поклялся отомстить моему отцу. Он переоделся в одежду раба и проник во дворец. Я тогда гуляла по саду, и мне захотелось пить. Он поднес мне какое-то питье, и не успела я сделать глоток, как стала отвратительной совой. Я хотела закричать, позвать на помощь, но от страха лишилась голоса. А злой Кашнур схватил меня и принес сюда. «Здесь, — сказал он, — ты будешь жить до конца своих дней, чтобы пугать зверей и птиц своим уродством», — добавил он со смехом. «Но если кто-нибудь согласится взять тебя в жены, вот такую, с круглыми глазами и крючковатым носом, и с острыми когтями, ты снова станешь человеком. А пока явится к тебе избавитель, сиди здесь». И сова снова заплакала. «О, если бы мне снова стать человеком!» — воскликнул калиф. «Я отомстил бы за тебя этому отвратительному колдуну!» «Государь!» — воскликнула сова. «Еще не все потеряно. Ты можешь узнать забытое слово. Послушайте, — продолжала она, — раз в месяц колдун Кашнур и его сообщники
собираются здесь, в подземном зале. Там они пируют и хвастаются друг перед другом своими проделками, открывая друг другу свои тайны. Я часто подслушивала их. Может быть, теперь кто-нибудь из них обмолвится и назовет забытое тобой слово. Я тоже бы хотела избавиться от колдовских чар, но это возможно только при одном условии. Если один из вас возьмет меня в жены. Тут калиф набрался мужества и, подойдя к сове, сказал: «Прекрасная принцесса, я принимаю твое условие». Сова была вне себя от радости. «Теперь, знаете, волшебники соберутся сегодня. Вы пришли как раз вовремя. Идите за мной, я покажу дорогу». Проведя калифа с визирем по темным переходам и лестницам, она остановилась у пролома в стене, из которого бил яркий свет. «Это здесь», — сказала сова. «Но будьте осторожны, если вас увидят, все пропало». Калиф и визирь осторожно заглянули через пролом. Они увидели огромный зал, освещенный множеством светильников. Посредине стоял круглый стол, а за столом сидели 8 колдунов. В одном из них калиф сразу же узнал того торговца, который подсунул им волшебный порошок. «Ну, сегодня мне есть чем похвастаться», — говорил колдун, посмеиваясь. «На этот раз я провел самого калифа и его визиря. Клянусь им никогда не вспомнить слово, которое может снять с них колдовские чары». «А что это за слово?» — спросили колдуны. «Слово очень трудное, его никто не может запомнить и никто не должен знать. Но вам я открою его. Слово это мутабор». Аисты чуть не заплясали от радости, когда услышали заветное слово. Со всех ног, а ведь ноги у них были предлинные, они бросились бежать, так что бедная сова едва поспевала за ними на своих коротеньких ножках. Выбравшись наверх, калиф с почтительным поклоном сказал ей: «О, мудрейшая сова, о, добрейшая принцесса, тебе мы обязаны своим спасением. Позволь же в знак благодарности просить твоей руки». Потом калиф и визирь поспешно повернулись к востоку и, трижды поклонившись солнцу, выходившему из-за гор, воскликнули: «Мутабор!» И тотчас перья упали с них, клювы исчезли, и они стали такими, какими были всегда. От радости они бросились друг другу в объятия, плакали и смеялись, дергая друг друга за бороды и ощупывая халаты, чтобы убедиться, что все это не сон. Наконец они вспомнили про сову и обернулись. И что же? Не сову с круглыми глазами и крючковатым носом увидели они, а красавицу-принцессу. Можете себе представить, как обрадовался калиф? И вот все трое они отправились в Багдад. И хотя крыльев у них теперь не было, летели они как на крыльях. Увидев калифа Хасида живым и невредимым, жители Багдада выбегали на улицу, чтобы поприветствовать своего владыку. Хасид приказал тотчас схватить калифа-самозванца и его отца-колдуна Кашнура. Старому колдуну отрубили голову, а его сына Мирзу калиф заставил понюхать черного порошка, и тот превратился в аиста. Калиф посадил его в большую клетку и выставил клетку в сад. Конечно, Мирза мог бы снова сделаться человеком, стоило ему только сказать «мутабор». Уж, конечно, он хорошо помнил это слово, потому что теперь ему было не до смеха. Но Мирза даже не пытался вернуть себе человеческий вид. Он рассудил: если уж ты сидишь в клетке, то лучше быть птицей. Так кончилось это приключение. Калиф Хасид еще долго и счастливо жил со своей красавицей-женой. По-прежнему каждый день, в час после обеденного отдыха, к нему приходил великий визирь, и они часто вспоминали минувшие дни, когда были аистами. Калиф смешно рассказывал, как расхаживал визирь на длинных птичьих ногах, весь обросший перьями и с большущим клювом, приговаривая «Мур-тур-бур! Бур-мур-тур! Тур-бур-мур!» А жена калифа и его дети смеялись до слез над этим представлением. Вот и закончилась история о калифе Аисте. Замечательная сказка. Пусть сегодня она вам всем приснится. Спокойной вам ночи.
Мутабор!